свое не жалко. Что заставляет россиян так безжалостно обращаться с арендованными автомобилями? Ты не ты, когда ты на каршеринге, потому что время – деньги. Вот это кто-то прокатился на делимобиле. Обалдеть. Кто подрезает, кто летит сломя голову. Каршеринг такой каршеринг. Машины на прокат с сюрпризом. Снял я машину, а там вот такие дела. Это менталитет человека, слона в посудной лавке. Легко ли купить фейковый аккаунт и ездить без прав? Проведем собственный эксперимент. Мы нашли продавца поддельных аккаунтов, договорились с ним о покупке. Есть ли будущее у каршеринга в России? Попробуем выяснить в специальном репортаже. Новогодний фейерверк обернулся гигантским факелом. На этих кадрах горит автомобиль одной из каршеринговых компаний. По словам очевидцев, ЧП произошло в результате неудачного запуска салюта. Примерно так же, как и на этом видео, где под праздничный обстрел попадает еще один арендованный автомобиль. Каршеринг – сервис, предоставляющий автомобили в аренду. Популярен во всем мире. Несколько лет назад пришел в Россию. В Уфе работает чуть больше года. Принцип прост. Арендовал ближайшую свободную машину, доехал до места назначения, оставил на любой удобной парковке. Однако в нашей стране каршеринг сразу заиграл какими-то особыми красками. Родился хэштег «Не свое, не жалко». Центр Москвы. Все хорошо, все замечательно. Каршеринг. А эти кадры были сняты уже в Уфе на парковке одного из супермаркетов в Деме. Так вот для чего нужен делимобиль. Уфимец Ренат Мухамедзянов регулярно пользуется сервисом около полугода. Говорит, это отличная недорогая альтернатива такси или даже собственному автомобилю. Не нужно оплачивать бензин, страховку, обслуживание. Все расходы компания берет на себя. Пользователь платит только за то время, которое он провел за рулем. В среднем 5-8 рублей за минуту. Я живу в пригороде Уфы, и в моем случае пользование каршерингом в 2 раза дешевле, чем на такси. Но есть и подводные камни. Например, перед поездкой нужно крайне внимательно осмотреть машину и сфотографировать все повреждения, потому как здесь работает правило: кто последний, тот и виноват. Вот это уже есть повреждения, которые я фиксирую, чтобы потом уже с меня были взятки гладкие. Кроме того, нужно заранее изучить допустимые геозоны. Например, оставлять автомобиль за городом разрешается далеко не везде. Подписывая договор с каршеринговой компанией, пользователь принимает на себя ряд обязательств. За повреждение автомобиля, нарушение правил дорожного движения или, к примеру, грязь в салоне предусмотрены штрафы. Боюсь туда заглядывать. Блевотина. Некоторые нерадивые пользователи каршеринга там устраивают попойки какие-то в машинах, оставляют мусор там с Макдоналдсов каких-то этих, или там курят в салоне. Но об этом тоже приходится сообщать в поддержку, чтобы не записали на тебя, например. В машинах иногда находят что-то совершенно неожиданное. Сажусь я, значит, в автомобиль, а там вот такие дела. Девушка! Как считают многие автовладельцы, пользователи каршеринга отличают особый стиль вождения. Ведь у них в буквальном смысле каждая минута на счету. Кто подрезает, кто летит сломя голову. Превышение на светофорах. Часто ездят на красный свет, потому что минуты – деньги. Вот это кто-то прокатился на делимобиле. Обалдеть. Ребят, посмотрите, авария, и в ней участвуют сразу 3 каршеринга. Сразу 3. Это кадры, снятые камерой видеонаблюдения в Уфе. На них каршеринговый автомобиль на парковке влетает на бордюр и переворачивается. Водитель с места происшествия скрылся. Впоследствии, благодаря оперативным действиям сотрудников госавтоинспекции, данный водитель был задержан. Накануне Нового года смертельная авария случилась в Петербурге. Пьяный каршеровод протаранил 3 автомобиля. 18-летний водитель одной из пострадавших машин скончался на месте. Прежде чем сесть за руль арендованного автомобиля, необходимо пройти обязательную регистрацию. Приложение скачивается на телефон, затем программа запросит ряд документов. Прежде всего это фотография водительского удостоверения, фотография паспорта, подписанный договор с компанией и, самое главное, селфи с паспортом.
После того, как служба безопасности проверит все документы и допустит вас к управлению, нужно будет привязать к своему аккаунту банковскую карту. Именно с нее в случае, например, нарушения правил дорожного движения будут автоматически списываться деньги. Однако находятся пользователи, которым удается обойти все эти пункты и обмануть систему. Регистрируются так называемые левые аккаунты на чужие документы. Самые популярные попытки обмануть сервис – это купить уже зарегистрированный аккаунт, либо купить документы и селфи с ними, либо же просто украсть документы. Среди несовершеннолетних самый популярный вариант – это регистрация аккаунта на более взрослого родственника. Уфимские таксисты рассказывают, что часто видят подростков за рулем арендованных автомобилей. 17-16 лет. Особенно это часто получается суббота, воскресенье, вечернее время. Вот они вот реально их очень много ездят. Не жалеют машину, что? Машина не своя, они там заплатили какие-то копейки и катаются, и все. Эту аварию сняли изнутри салона. Компания молодых людей каталась на машине, взятой на прокат. На скорости водитель дернул за ручник. Автомобиль несколько раз перевернулся, и только чудом обошлось без жертв. Еще одного неадекватного каршеровода случайно сняли участники дорожного движения, после того, как он едва не совершил очередное ДТП. Ты чуть не врезался, ты в курсах? Да выйди вон, постой воздухом, подыши. Ой, куда ты едешь? Стой, братишка, стой. Проканусь, короче, ребят. Куда? Ты в чем? Владельцы фейковых аккаунтов часто остаются безнаказанными. Они лихачат, пьют за рулем и устраивают аварии. В случае ДТП они просто скрываются. Найти их по поддельным документам почти невозможно. Вот, например, кто-то бросил машину прямо в болоте в поселке Миловка под Уфой. А это перевертыш на улице Бакалинской. По словам очевидцев, водитель арендованного авто был пьян и с места аварии сбежал. Интересно, что оба этих ДТП оформлялись аварийными комиссарами и потому даже не были зарегистрированы в ГИБДД. Если ДТП, в том числе с участием арендованных транспортных средств, оформляется с помощью Европротокола, то в базу ГИБДД данное дорожно-транспортное происшествие не входит. Впрочем, в одной из уфимских каршеринговых компаний говорят, что постоянно совершенствуют методы борьбы с продавцами и покупателями поддельных аккаунтов. Служба безопасности имеет ряд, так сказать, способов и технических регламентов, которые позволяют нам это дело исключить, либо пресечь на стадии заведения таких аккаунтов, либо на стадии начала использования. Мы решаем провести свой эксперимент. В интернете на одном из форумов находим продавца фейковых аккаунтов. Связь только по переписке в Телеграме или на сайте. Цена с картой 2 900. Будет 400 бонусных рублей на первую поездку. От карты дают данные, и ей можно пользоваться как своей. Пополняется с терминалов или через электронные деньги. Решаем рискнуть и покупаем. Однако сразу после оплаты продавец перестает выходить на связь. Это банальное мошенничество. Нам не повезло. Хотя можно сказать и наоборот. Ведь использование поддельного аккаунта квалифицируется как угон. За это грозит до 7 лет лишения свободы. Таких клиентов периодически ловят службы безопасности. Поймали людей на фейковом аккаунте. Ожидаем сотрудников полиции. Некоторые компании каршеринга весьма лояльны к возрасту и водительскому стажу своих клиентов. Брать машину на прокат разрешается с 19 лет, всего через год после получения прав. И по статистике именно эта категория водителей чаще всего попадает в ДТП. Снизить количество аварий позволяет ужесточение требований по возрасту и стажу. У нас 21 год и 3 года стажа вождения. Это на самом деле дает нам более качественную в плане опыта вождения клиентскую базу и позволяет нам, как говорится, экономить на ДТП. Так, еще одну машину нашу пытались разобрать. Нашли моментально, прямо на месте. Поделили делимобиль. Это еще одна категория убытков каршеринговых компаний, весьма характерная для России. Машины разбирают на запчасти, чаще всего снимают колеса, в том числе и в Уфе. Грабители, не стесняясь, работают прямо во дворах и на парковках, воруют даже дворники. С наступлением зимы проявляется еще одна особенность каршеринга по-русски. Практически из каждой третьей машины исчезают щетки для чистки снега. Их стоимость невелика, за это, как правило, не штрафуют, но здесь у многих пользователей срабатывает желание взять то, что плохо лежит, как в случае с бесплатными тапочками или полотенцами в турецких отелях. Чистилки нету. Милка, Саша, чистит пылесосы, блин. Вот вам каршеринг, ребятишки. Нету у вас щеточки. Берете коврика с салона и чистите, наяриваете.
Придерживаясь принципа «не свое, не жалко», в арендованных машинах перевозят крупногабаритные стройматериалы и иногда весьма неожиданные грузы. Ребята на каршеринге приехали, разгружают товар в магазинчик. Нормально, что. Вот так вот у нас в Уфе на доке перевозят всякий груз, на крышах деломобиля. Пожалуйста, любые грузы в перевозке. Легко. Не мудрено, что после такого обращения техническое состояние машин порой оставляет желать лучшего. Делимобиль, огонь, руль просто какой-то, самбу танцует. Уфимка Регина Евтягина уже больше года является активным пользователем каршеринга. Рассказывает, состояние одной из прокатных машин едва не стоило ей жизни. Я села в машину и очень сильно пахло бензином. Очень сильно. Я звоню в этот момент диспетчеру, я говорю, что мне делать? И особенно, когда поехала, еще сильнее звоняла. Но я звоню, значит, они говорят, бросайте машину, срочно выбегайте из нее, убегайте как можно дальше. Я говорю, а что случилось? А уже, говорит, второй или третий, по-моему, случай был, что неисправность в топливной системе и машина загорается. Но в целом в России этот сервис весьма уверенно набирает обороты. В 2018-м наша страна заняла первое место в мире по количеству прокатных автомобилей. В Москве и некоторых крупных городах каршеринг составил серьезную конкуренцию такси. Доходит до конфликтов. Мы собрались с парнями на остановке взять вдвоем каршеринг. А таксисты нам, видите, что делают, разборки устраивают. Я знаю, как делают в Москве таксисты в аэропорту. Снимают эти машины именно перед прилетом, отгоняют их подальше от аэропорта, и человек, который прилетает, пытается найти машину, она очень далеко, и приходится заказывать такси. В России живем. В Уфе конкуренция еще не так велика, говорит представитель службы такси Артур Тарханян. В республике сейчас работают 2 каршеринговые компании. Это больше, чем, например, в Казани. По сравнению с Москвой, в Уфе достаточно невысокие цены на такси. Изначально было мнение, что каршеринг в регионах – это заведомо проигрышная история. Но год работы здесь показал обратное. Компании постоянно увеличивают количество автомобилей. И даже особенности российской езды этому не мешают. Нет этого российского менталитета на самом деле, но это менталитет человека, слона в посудной лавке. Когда он не понимает, где он находится, он начинает делать, грубо говоря, как ребенок, он пробует меры дозволенного. Общественное порицание, то есть общество само формирует отношение к таким людям. И люди это давление чувствуют и, соответственно, меняются в лучшую сторону. В новогодние каникулы вместо грязи и мусора пользователи начали находить в салонах приятные бонусы. Игрушки, сладкие подарки наугад оставляли друг другу с поздравлениями и пожеланиями. А в Уфе у одной из каршеринговых компаний даже появился свой живой символ. Один из клиентов на ходу услышал под капотом машины жалобное мяуканье. Обалдеть! Сидит котенок между расширительным бачком и движком. Котенка освободили, забрали домой, назвали «Матурчиком» по аналогии с названием компании, в которой автомобиль был взят в аренду. Многие пользователи считают каршеринг своеобразным признаком цивилизованного общества. Просто нам еще нужно привыкнуть. У этого сервиса находят больше плюсов, чем минусов. А это значит, что у каршеринга в России все-таки есть будущее.